Говоря о выборах, как бы многие говорят, что это очень главный компонент любой демократической системы. И многие говорят о том, что эффективность политической системы во многом зависит от степени политической активности граждан, уровня осознания ими своих интересов, их желаний и способности реализовать возможности, предоставляемые всеобщим и равным избирательным правом. И вообще как бы участие в выборах – это очень серьезный и очень важный акт, характеризующий как бы гражданскую позицию как бы, и культуру, политическую культуру людей, населения как бы, определенной страны. Однако вот международные тенденции свидетельствуют как бы о том, что явка избирателей во всех выборах, да, как бы не только в Кыргызстане, не только в нашем регионе, но как бы эта всемирная тенденция, она сокращается. То есть все меньше и меньше людей приходят на выборы. И здесь вот Кыргызстан тоже не остался в стороне. Вот в этой диаграмме вам представлен вообще как бы явка избирателей на выборах в парламент стран как бы Центральной Азии. Да? Здесь вот представлены 5 стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Вот мы видим, что с периода с 1995 по 2015 годы у нас было 1, 2, 3, 4, 5, 6 выборов в парламент, да, Джугурку-Кенеш. И мы видим как бы явки избирателей во все эти годы. Значит, эти вот как бы колонки, они обозначены красным цветом. И мы видим, что вот по сравнению с другими странами явка избирателей, да, во всех этих вот выборах, да, она очень ниже, да, сравнительно ниже наших соседей. Но здесь следует отметить, что явка избирателей не всегда в Кыргызстане была такой низкой. Вот в данном слайде, на данной диаграмме представлена явка избирателей как бы национальных референдумах. Тоже очень часто проводились национальные референдумы. Вот с 1998 по 2005 год, 2016 год было проведено 5 референдумов, да, как бы о внесении изменений в Конституцию. И мы видим, что, вот, допустим, в 1998 году, сразу после распада Советского Союза, практически каждый, да, участвовал на референдуме. Потом как бы явка немножко снижалась, и в 2016 году явка, она, как бы, так скажем, достигла рекордно низкого уровня 42%. Как ни странно, как бы вот такая низкая явка, она не вызвала такой большой полемики, да, внутри как бы нашего государства. Некоторые эксперты, однако, высказали, что это в принципе очень низкая явка, что вот это характеризует вот недоверие людей к правительству, да, и вообще к выборному процессу и так далее. Да. Но прям такой большой такой вот полемики этот вот факт, это явление не вызвало. И в этом смысле как бы очень мало было проведено исследований, то есть очень много было таких вот статей как бы и политическими исследователями, и общественными деятелями о результатах выборов, да, и как бы и о том, как бы почему, да, что могло повлиять на результаты вот референдума и так далее, но не было как бы проведено такого анализа, да, почему люди ходят или не пошли как бы на вот эти вот выборы, да, на этот референдум. И по сути, как бы вот, к сожалению, вот есть определенный такой вот большой пробел в социологии, да, у нас очень мало как бы исследований вообще как бы о избирательных как бы поведении населения, хотя вот в России, опять-таки, она очень популярна, и она развивается, и очень много статей, научных подходов разрабатывается к пониманию избирательного права, потому что понятно, что мы никак не можем просто копировать те как бы модели, которые были разработаны на Западе, да, но вот в России как бы предпринимается такая попытка как бы разработать свои подходы, да, контекстуальные, которые бы помогли бы как бы объяснять ситуацию как бы в постсоветском, так скажем, пространстве, да. Вот, и у нас вот возникла такая идея, что мы должны как-то, каким-то образом, в принципе, вот этот вот пробел в знаниях немножко сузить, да, и цель нашего исследования была направлена на изучение различных аспектов электорального поведения жителей 2 городов, Бишкек и Ош. Но я чуть позже расскажу, почему только 2 города. Но помимо вообще как бы электорального, как бы, или в частности, в рамках нашего исследования мы хотели посмотреть, как какие-то социально-демографические факторы влияют на решение людей, идти на выборы или нет. Да?
Что касается вообще как бы подходов, да, о которых я немножко как бы сказала, вообще в литературе, как бы при обзоре как бы литературы, везде упоминается 4 основных подхода, которые объясняют электоральное поведение избирателей. Но первый — это социологический подход, его разработчиками, основоположниками являются Лазерфельд, Липсет и Рокан. Они утверждают, что электоральное поведение людей определяется их принадлежностью к большим социальным группам, а также их положением в системе социальных расколов между центром и периферией, городом и селом, государством и церковью, как бы собственниками и рабочими. Да? То есть, по сути, как бы они предполагают и они утверждают, что социальные сети, в которых существуют люди, играют огромную роль на решение человека, идти на выборы или нет, и также как бы на выбор, да, за кого, за какую партию или за какого кандидата проголосовать. Значит, второй такой очень тоже как бы основной подход – это социально-психологический. Но здесь вот представители Кэмпбелл, Конверс, Миллер и Стоук, и они как бы утверждали, что основой электорального поведения является приверженность партии, они говорили о партийной идентификации, формирующейся у людей в процессе их первичной социализации. То есть, по сути, если человек родился, ну так скажем, да, вот, ну, очень просто, да, если человек родился в семье, где как бы поддерживается им консервативная партия или какая-то лейбористская партия, то как бы люди тоже научаются, как бы, или как бы также наследуют эту приверженность к этому партии, да, и они потом уже как бы стабильно голосуют за того как бы представителя того или иной как бы политической идеологии. Рационально-инструментальный подход, ну здесь вот как бы очень много про это написал как бы Даун и Фиорин, это теория рационального выбора, которая утверждает, что голосование является рациональным решением. В процессе голосования люди выбирают ту партию или позицию, идеологию, политику, которую они оценивают на основе программы партии или результатом пребывания партии у власти как более выгодную личную для себя. То есть, по сути, люди всегда взвешивают свои решения. То есть люди как бы политический выбор или как бы решение голосовать или не голосовать является рациональным выбором. То есть люди всегда просчитывают, а стоит ли вот этих как бы результат моего действия, да, того, что я пойду, того, что я потрачу время, может быть, будут какие-то там как бы несостыковки, да, что-то, какие-то будут как бы нервы, какие-то усилия. Стоят ли все эти усилия, да, результатов, да, то есть тех выгод, которые я лично для себя поимею, да, после, как результат вот этого хождения в как бы избирательный какой-то участок, да. И, значит, другой подход – это культурная теория, относится к изменениям ценностей. Но здесь Ингельхарт утверждает, что после Второй мировой войны люди воспитывались в условиях относительного богатства, обладали разными ценностями и, следовательно, имели разные установки на голосование. То есть, по сути, Ингельхарт говорил о вот этой вот парадигматической как бы шифте, да, от материалистских ценностей к постматериалистским ценностям. Да. И после Второй мировой войны, когда люди в США стали жить немножко лучше, да, вот эти вот материалистские как бы ценности, они уходят на второй план, и возникают постматериалистские как бы ценности, такие как вот участие, там, допустим, в общественной жизни страны. Вот не случайно после Второй мировой войны был рост именно как бы таких вот как бы ну, каких-то вот движений, да, за равные права женщин и мужчин, расовые как бы вот равноправие и так далее, и так далее. И по сути как бы Ингельхарт в принципе описывает его или объясняет вот электоральное поведение вот именно вот этими культурными ценностями, да, которым обладает человек или как бы вот, ну, которые сложились в какой-то общине, да, в какой-то среде. Что касается гипотез, да, то есть в своих работах мы постараемся, как бы, дело в том, что как бы при анализе данных мы используем различные подходы, да, то есть они ни в коем случае не соревнуются, мы увидим, как один подход в принципе добавляет или дополняет, да, как бы понимание какого-то явления. И как бы в своей работе мы используем все 4 подхода, да, для объяснения тех или иных как бы результатов. Какие исследования, гипотезы мы постарались как бы протестировать, да? Ну, первая гипотеза вообще
влияние пола на решение человека, идти голосовать или нет. И здесь мы утверждаем, что, в принципе, женщины должны чаще, да, принимать участие в голосовании, в отличие от мужчин. Но как бы вот очень много литературы, опять-таки сложно, как бы, которая была как бы произведена на основе каких-то данных на Западе, как бы от выборов, которые проводились в Западной Европе и в Америке, они, в принципе, говорят о том, что был очень большой такой вот пробел гендерный в голосовании, очень много мужчин голосовало и очень мало женщин голосовало. И они это связывали с патриархальными такими вот ценностями, да, и как бы вот с доминированием этих патриархальных ролей, да, вот как бы в обществе. Однако с развитием, да, вот, как бы, прав, да, как бы, с доминированием или популяризацией эгалитарных прав, женщины все чаще как бы, входят и принимают участие в общественной жизни. Да, и как результат вот, в некоторых странах вот, только вот, как бы, вот, последние десятилетия наблюдается рост политического участия женщин, да, как избирателей. Да, то есть, и в каких-то случаях даже вот, явка как бы, женщин оно превалирует, да, оно как бы, больше, чем явка мужчин. Что касается, допустим, ну, нашей, так скажем, нашего контекста, в Кыргызстане женщины получили право голосовать в 1918 году. То есть это, по сути, как бы, так скажем, ну, столетие, да, мы уже живем в таком вот обществе, где женщины могут голосовать и выбирать как бы, курс, да, вот, развития страны. И интересно, что после вот именно распада Советского Союза, да, и у Ефремова в своей как бы, работе, где она пытается анализировать вот, половые различия в участии на выборах, она говорит о снижении статуса и роли женщин в общественной жизни страны. Да? И по сути она говорит о двух таких противоположных тенденциях, которые сложились. Вот это бессилие и вот это вот, как бы, ну, так скажем, вот это снижение статуса, они как бы и уязвимость женщин, как бы просто подтолкнули каких-то вот женщин на активное участие. То есть они стали активными борцами, да, вот за как бы, права женщин, за свое право, за отстаивание своих интересов и так далее. Но однако есть еще тоже огромное как бы, количество женщин, которые в связи с этими всеми трансформациями, да, просто стали более апатийными. То есть они сложили руки и перестали участвовать активно в общественной жизни. Но все-таки мы как бы, утверждали, что в принципе, исходя из этого контекста, из как бы, истории, да, вот, ну, и, как бы, женщины здесь вот, должны немножко выше, явка у них должна быть выше, чем у мужчин. Молодые люди с меньшей вероятностью принимают участие в голосовании по сравнению с людьми более старшего возраста. Ну, вот это, по сути, такая гипотеза, которая подтверждается рядом исследований, да, это в разных странах и как бы в разных культурах. Да, и, по сути, это есть несколько как бы, интерпретаций, как это можно вообще понять, да, почему молодые люди меньше участвуют. Да? Это апатийность, безразличие молодых, да, к тому, что происходит в стране, да? Либо же это какая-то демонстрация своей позиции, да, допустим. Ну, про это тоже мы немножко поговорим поподробнее. Социально-экономический статус положительно влияет на решение граждан об участии в голосовании. То есть чем образованнее человек, да, чем социально и как бы, финансово как бы, благополучен человек, тем он как бы, более вероятно будет участвовать на выборах. Это, по сути, такой портрет, именно вот, который сложился в результате как бы, исследований, которое было проведено на Западе, да, вот, что вот, как это называется, герой-избиратель, да, или суперизбиратель, это старше, как бы, человек старшего возраста, да, как бы более обеспеченный, более образованный и так далее. То есть это вот такой вот суперизбиратель. Да? Ну, о том, что происходит у нас, я чуть поподробнее, чуть подальше расскажу. Люди с более высокими политическими интересами чаще участвуют в выборах. То есть те, кто как бы, по сути, проявляет интерес к любым политическим событиям, они чаще
как бы имеют больше как бы знаний о том, что происходит, да, у них складывается какое-то определенное отношение к тому, что происходит, да, и они поэтому чаще принимают участие на выборах. Доверие к политическим институтам увеличит явку избирателей. То есть в своем исследовании мы говорим о том, что, по сути, было много проведено исследований, которые рассматривают эту взаимосвязь, они как бы нашли положительную взаимосвязь. Чем лучше или чем доверительнее, да, относятся, чем выше доверие избирателей, тем выше явка. То есть чем выше они, как бы, чем как бы, больше они доверяют правительству и институтам, да, судебным, правоохранительным, любым институтам, тем выше как бы, явка. В своем исследовании мы только говорим о доверии к Центризбиркому, к работе Центризбиркома. Угу. Вот, ну, это очень кратко о целях и задачах исследований. Что касается методов исследования, мы использовали структурированное интервью, это по сути опрос, да, населения 2 городов, целевая группа взрослого населения городов Бишкек и Ош. Почему Ош и Бишкек? Ну, потому что у нас, во-первых, было очень мало как бы, времени на проведение исследования, да, то есть как бы, вот этот период от подачи заявки до написания отчета был всего лишь 6 месяцев, да, и в эти 6 месяцев мы не могли, к сожалению, взять весь Кыргызстан. И почему Бишкек и Ош именно? Потому что, если мы посмотрим на явку избирателей на выборах в Джикруку-Кенеш в октябре, мы увидим, что вот именно в Бишкеке и Оше явка была самая низкая, да? А если мы посмотрим на явку избирателей на национальном как бы, референдуме, мы тоже видим, что Бишкек и Ош, да, вот явка избирателей в этих городах тоже была одна из самых низких. Причем в Оше мы видим, что это 28%, то есть только четверть избирателей проголосовала. В Бишкеке 44%, но многие, как бы, вот этот вот результат, в принципе, многие говорят о том, что это может быть тоже связано с тем, что выборы в местные кенеши, городские кенеши и референдумы, они проводились в одно время. Да? И по сути, если бы не было этих местных выборов, то явка избирателей в Бишкеке, она бы еще была бы ниже. Да? Вот как раз таки в Оше, вот в декабре 2016 года проводились только референдум, то есть не было, местные выборы проводились еще в марте, то есть они были уже проведены, и мы видим как бы результат, что только 28%, да, проявили интерес и пошли именно на избирательные участки. А что касается размера выборки, еще одна такая очень главная вещь, которая закреплена обязательно в отчете, который изучает электоральное поведение, должна быть обозначена размер выборки и погрешность. Да? То есть люди, которые писали этот закон, они в принципе как бы люди знающие, да, и они понимают, что какая информация очень важна. И размер выборки составил 771 респондент, 387 было опрошено в Бишкеке и 384 в Оше. И обязательно предел ошибки я должна озвучить тоже. Для общей выборки, то есть для Оша и Бишкека вместе, это плюс-минус 3,5%, а для бишкекской и ошской популяции число предела составило плюс-минус 5%. То есть это как бы вполне такие приемлемые как бы уровни как бы статистической ошибки. Опросник был большим, он состоял из 170 закрытых и полузакрытых вопросов. У нас было всего 5 подразделов в опроснике. Но первое – это демографические, социально-экономические характеристики респондентов. Да, там мы спрашивали и про пол, и про возраст, и про образование, статус занятости и так далее, и так далее. Участие в выборах, то есть мы спрашивали о выборах, его участие в выборах, которые были проведены на территории Кыргызстана с 2009 года. Да. И также мы изучали как бы различные уровни политического интереса и источники политической информации. Мы также как бы хотели посмотреть на другие формы политического участия, как бы и гражданского участия. И последний блок как бы касался оценки деятельности правительства и доверия к органам государственной власти. То есть очень много информации мы собрали. Сегодня я только представляю такие основные, да, информации, ту часть как бы базы данных, которую мы успели в принципе как бы обработать, да, и проанализировать. Да. Но сначала начнем с социально-демографической характеристики респондентов. Вот тут как бы представлено распределение по основным социально-демографическим характеристикам, переменным. Вообще выборка наша в городе Бишкек и Ош, она репрезентативна по полу и возрасту, то есть она как бы отражает процент принявших участие по этим двум как бы переменам, совпадает с распределением, да, как бы генеральной совокупности. Что касается образования, мы здесь тоже видим, мы их разделили образование на 5 как бы таких
основных блоков. Это базовое, среднее и ниже, общее среднее образование, начальное среднее, специальное и среднее специальное, незаконченное высшее образование. Да? То есть мы видим, что 34% с высшим образованием, незаконченное 9%, начальное и среднее специальное 21%, да? А у других как бы четверть со средним общим и 11% базовое и среднее образование. Мы спрашивали о статусе занятости, мы будем как бы рассматривать, как статус занятости влияет на решение человека голосовать или нет, но мы подразделили ее на 3 как бы основные группы. Это наемные работники, это самозанятые, да, респонденты и как бы не работают, те, кто сказал, что не работают. Что касается субъективной оценки дохода, никак нельзя людей спросить, мы как бы уже несколько раз это практиковали, уровни дохода, и поэтому такой вот очень как бы распространенный такой вот подход к пониманию вот именно статуса, финансового статуса, уровня благосостояния человека, вот именно субъективная оценка. То есть мы предлагали ряд утверждений, да, и просили респондентов выбрать из этих вот ряда утверждений то утверждение, которое наиболее как бы точно описывает их финансовое положение их семьи. Да, и вот мы видим тоже тут распределение очень такое интересное. И вот в среднем, да, вот мы видим, что 19% сказали, что у них хватает денег на как бы еду, но нет денег на, ну, не хватает денег на одежду. 49 сказали, что и на еду, и на питание хватает, да, но они вот как бы должны накопить деньги, чтобы купить мелкую как бы бытовую технику. То есть вот таким образом мы как бы немножко сгруппировали, да, вот более такие большие группы, как бы категории переменных, которые мы использовали как независимые перемены, как те перемены, которые могут влиять на как бы решение человека голосовать или нет. Но что касается самих выборов, вот в данной диаграмме мы, как я сказала, мы спрашивали людей о том, голосовали ли они или нет, да, и мы спрашивали о 7 разных выборах, вот, которые были проведены с 2009 по 2016 годы, да, и мы видим, что и вот в этой диаграмме всего мы опросили 771 человек, но в этой диаграмме представлены только респонденты, которые могли голосовать во всех этих 7 выборах, то есть тем, кому как бы старше, те, кто старше 27 лет. И мы видим, что из этого вот, как скажем, числа респондентов, да, ни разу не голосовали 13%, да, то есть они ни разу не участвовали как бы ни в каких выборах. Во всех 7 участвовало 45%. Да, что в принципе меньше половины. Да, мы вот видим, что в принципе, ну, так скажем, явка или политическая активность, да, если мы это возьмем, она не такая уж и низкая, да, так скажем. Но опять-таки 13%, которые вообще не голосуют, это какая-то уже позиция, да, людей как бы по отношению к выборам. Ну, приведу вот такие вот просто данные. Мы всегда спрашивали, особенно, нет, по-моему, только по 3 выборам мы спрашивали, почему люди не голосуют, и как они проголосовали, и почему они так проголосовали. Я только остановлюсь на одном как бы выборе в Жугуку-Кенеш, и как бы причины, почему люди говорят, что они не участвуют. То есть это процент от количества респондентов, которые сказали, что не участвовали в как бы выборах в Жугуку-Кенеш. И мы видим, что вот, ну, первые, вот, так скажем, как бы 4 вот топ причины, это никогда не как бы был, некогда было голосовать, были дела поважнее, был не в Кыргызстане, я не знала биометрические как бы данные, меня не было в списках избирателей. То есть это по сути такие технические вещи. Да? Человек не мог, человек как бы не был как бы в списках, да? То есть по сути, это причины, которые не зависят от человека как бы как такового, да, так скажем. Но вот и только вот 5-й, да, вот как бы причина, она вот говорит о какой-то вот позиции, да. Я не верю в честность выборов, считаю, что все голоса уже подсчитаны и распределены. 9%. То есть по сути, как бы большое количество случаев, да, люди в принципе, это не идеологические, это не какие-то как бы вот такая установленная какая позиция, да, не голосовать, да, то есть большинство случаев, по сути, из причин мы называем их как бы такие ситуационные, да, или какими-то косвенными, да, которые как бы не совсем как бы зависят от человека как такового. И почему люди как бы голосуют в выборах, и мы видим, что ну, вот самые вот 37% это более
Трети сказали, что доверяю ее лидеру, да, и по сути очень мало людей, как уже многие исследования были проведены, знают о каких-то платформах, но они тоже платформы очень сильно, если посмотреть кандидатов, да, политические платформы, предвыборные кандидатов или же партии и так далее, они довольно-таки схожи, да, и решение о том, за кого голосовать или никого не голосовать, как бы напрямую зависит от того, как люди относятся к определенному человеку, да, который как бы является членом этой партии. Да. И в этой связи я бы хотела тоже привести такой вот небольшой как бы диаграмму, тоже одну диаграмму. Мы спрашивали вообще, да, есть ли в нашей стране среди политиков, деятелей культуры, искусства, ученых, общественных, религиозных деятелей, те, кого бы вы назвали совестью нации, своим нравственным ориентиром, да, и кто они? Это был такой открытый вопрос, мы не наталкивали людей на какие-то ответы, да, то есть они, да, сами нам давали как бы свое мнение, выражали свое мнение. И вот смотрите, вот никто, да, 31% сказали, что таких людей нету, да, для них нету. 13% они затруднились, сказали, ну я не знаю, да, по сути. А вот 5% вообще сказали, я не хочу отвечать на этот вопрос, и или по другим причинам, да, они вот не захотели свое мнение высказать. То есть мы видим, что по сути недоверие очень большое, да, то есть вот нету таких вот ориентиров, да, так скажем, в стране. Я не давала здесь распределения по городам, да, там тоже очень довольно-таки большая разница, да, в ответах между тем, Бишкеком и Ашом. И по сути, что говорит о том, что у нас нету вообще в стране, да, вот это тоже проблема, да, если у нас нету одного человека, который бы все воспринимали как, допустим, действительно таким ролевым лидером, да, то что мы можем говорить о целостности страны, да, то есть это большая угроза, да, так скажем, безопасности. Но в рейтинге лидирует Омирбек Бабанов. Опять-таки это было до его такой вот очень неудачной, да, вот, ну чисто, по крайней мере, это конструирует так, поездки в Астану, да, с Назарбаевым, то есть 10% до этой поездки сказали, что они, в принципе, вот Бабанов вот является вот этой вот совестью нации. Ну, следом идет Атамбаев, вот интересно, что Атамбаев все-таки уступает Бабанову, да, в рейтинге. И Чубак Джалилов занимает твердое 3-е место, да, причем он более популярен в Аше, да, где многие говорят о том, что там мнения более консервативные. Чингиз Айтматов, как ни странно, да, занимает только 4-ю позицию, 7% только назвали его таким вот ориентиром нравственным. И Абдушакир Нурматов 4,5%, это вот пятерка, замыкает пятерку лидеров. Мы видим, что из 5 общественных, таких вот людей, да, значимых, 2, они являются религиозными, да, лидерами. Чубак Аджиджалилов и Абдушакир Нурматов, они были председателями ДУМК, да, оба, да, получается, или нет? Да, получается, оба были Нурматов не был? Исламского университета. То есть они, по сути, очень такие видные, религиозные, так скажем, деятели, да, и из 5 вот лидеров, 3. Интересно, вот когда вот Разаков, такие вот, которые вот всегда, ассоциировался таким вот основоположником, да, кыргызской государственности, вот много сделал для России. Его назвали только 2%, да, избирать, людей, да, взрослого населения городов Бишкек и Ош. Очень интересные данные, и по сути есть отличия между городами, да, есть отличия между полами. Вот интересно, что женщины чаще наживали, мы видим, что Розу Тумбаеву только назвали 2%, да, всех, но чаще все-таки называли женщины, то есть есть какая-то солидарность, да, вот, женская. И были еще другие женщины, по-моему, 2 или 3, и их тоже чаще называли женщины. По возрасту очень сильно отличаются, да, вот, ответы. Но это говорит о такой вот гетерогенности, да, так скажем, да, вот кыргызского общества, да, вот, и о том, что в принципе, да, вот у нас нету таких вот единой, да, очень трудно построить какую-то единую идеологию, да, которая бы вот соединяла разные слои населения, да, если отталкиваться от этих вот результатов.
Но это что касается как бы политического участия. В своей работе мы также постарались посмотреть на то, как влияют социально-демократические характеристики на как бы решение человека идти на голосование, на как бы выборы или нет. Ну вот здесь вот во всех вот таблицах, во всех диаграммах мы представили только ответы людей на то, участвовали они в референдуме, то есть это нижняя вот планочка, да, в этой диаграмме, и участие в выборах в Джугукук-Кенеш. То есть мы видим, что в принципе по полу участие в выборах не различается. То есть женщины в равной степени участвуют в выборных процессах, как и мужчины. Однако, это как бы вот я буду все время про это говорить, у нас мало очень исследований электорального поведения. Почему женщины идут? Они являются вообще как бы вот, то есть они это делают самостоятельно или потому что мужчина, да, вот так решил, или кто-то вот в комьюнити, лидеры решили и так далее, да. То есть природу вообще женского электорального участия не обязательно изучать, да. Вот, к сожалению, таких работ в Кыргызстане нет. Были какие-то попытки в России это изучать, да, но здесь вот как бы женщины как избиратели, да, и вот это вот как бы вот все вопросы, связанные с избирательным правом и как бы реализацией этого права, да, вот именно женской части населения, да, оно вот требует изучения более детального. И вот если мы посмотрим на избирателей города Бишкек и Ош, мы в принципе можем как бы найти, увидеть, что женщин-избиратели больше, чем женщин-мужчин в этих двух городах, да. То есть, по сути, мнение женщины и то, каким образом как бы проголосует женщина, очень важно, да. Однако мы видим, что, в принципе, вот этот вот именно потенциал женщин, он никак, как бы вот, ну, вот женщин как избиратель, он никак не реализуется политическими партиями, да, и никак как бы, и нету никаких вот таких направлений, чтобы как-то вовлечь женщин, да, в свои кампании, да. То есть, по сути, как бы все равно, вот, если мы даже сейчас увидим, да, вот, как бы все эти избирательные кампании, как бы все эти платформы, да, нету никаких вот мер, да, которые бы вот отвечали бы интересам женщин. Вот недавно вот Даниан Артман, он высказал такое большое сожаление, да, почему ни одна партия не говорит о насилии в семье, да, или о насилии в отношении женщин, да, ну, потому что это, наверное, очень такая вот зыбкая, да, так скажем, как бы вещь, да, потому что, но с другой стороны, может быть, это привлекло как бы внимание и молодежи, да, и как бы женщин, и прогрессивных мужчин, да, то есть образованные мужчины, они, может быть, тоже бы включились бы активнее в процесс голосования, да, но это никак не как бы используется партиями. Что касается возраста, тоже мы видим, да, очень мы, в принципе, такая же тенденция, как и везде, то есть 18 и 29%. 55 проголосовало в выборах Джугукук-Кенеш, когда 82%, 60 и выше проголосовало. 39 проголосовало как бы в референдуме, тогда как бы вдвое больше, да, 60 и плюс проголосовало. То есть мы видим очень низкое участие молодых как бы избирателей в выборах. По сути, да, это говорит многие об этом говорят, что молодежь апатична, они безразличны к тому, что происходит в стране, да. Но однако также есть очень много исследований, да, вот более качественных, и, по-моему, это тоже нужно изучать, почему как бы молодежь не участвует. И это связано с разными как бы вещами. Но прежде всего вот круг интересов молодежи, да, и те повестки, которые включаются в политические партии, да, они вот друг с другом никак не соприкасаются, да. И по сути как бы тоже многие связывают это с каким-то этапом жизненным, когда у как бы молодежь, она больше как бы интересна молодежи в совсем других сферах, да, и по сути они политически как бы активны, но они активны в других формах политического участия, да. Вот у нас очень много клубов, да, очень много каких-то виртуальных каких-то сетей и так далее. То есть молодежь, да, они активны, но они активны в каких-то других неформальных формах политического участия, тогда как явка является таким вот формальным. И я покажу вот очень много, по сути как бы Кыргызстан здесь не как бы исключение, во многих странах это существует, да, это проблема, и многие государства уже как бы об этом говорят, да, и они придумали какие-то разные вещи для того, чтобы активнее вовлекать молодежь в выборный процесс.
А что касается образования, да, и вот вообще как бы есть такой вот индикатор, называется социально-экономический как бы статус, да, и туда включают 3 переменные: это образование, доход и занятость. И, как я сказала, вот в западных как бы исследованиях, да, вот, исследования, которые были проведены на Западе, да, вот мега такого вот или супер избиратель, это как бы мужчина, не мужчина, просто как бы там тоже вот с гендером не самое, но более образованный, более самостоятельный, более как бы самый и так далее, да. А мы здесь видим совершенно другую как бы тенденцию, да. Мы видим, что в принципе образование никак не влияет, да, на участие в голосовании. То же касается и статуса занятости. Вот посмотрите, да, наемные работники, самозанятые и безработные, да. Но самозанятые вот немножко, да, вот только 70%, да, вот мы видим какую-то разницу, но вот мы провели тесты на значимость результатов, и оба этих корреляции, да, они статистически незначимые. Угу. Это вот индивидуально, это вот таксисты, потом мелкие торговцы, это могут быть и бизнесмены, да, которые, в принципе, да, разные уровни самозанятости, да. И вот финансовое благосостояние. У нас наоборот, да, получается, те, кто менее как бы богат, да, так скажем, или как охарактеризовал свое как бы положение, да, как не очень высокое, да, они чаще голосуют, чем те, кто богат, да, то есть совершенно противоположно, да, вот тем результатам, которые были проведены на Западе. И мы видим, что тут, кстати, корреляция значимая статистически означает, что да, более, как бы, менее богатые люди чаще участвуют в выборах, да, так скажем. То есть совершенно разные результаты, да, отличные от тех, которые, в принципе, мы как бы прочитали, да. И ну, это может быть связано с тем, что у людей, у которых ниже социально-экономический статус, у них больше ожидания, да, от выборов, да, у них больше как бы надежды на то, что эти выборы каким-то образом повлияют на их жизнь и улучшат, да, их жизнь, да, получается. Ага. Подкуп избирателей, да. Ну вот мы тоже хотели как бы про это пописать, но мы подумали, что это не совсем как бы корректно. Опять-таки наталкивает на мысль, но опять-таки тут опять нужны исследования, да, вот этого, да, то есть почему люди как бы, ну, по сути, было проведено исследование вот, Алекса Волтерса и Асель Далкильдиева, они об этом говорили, именно о подкупе и насколько подкуп сильно влияет на и явку избирателей, и на результаты выборов. Но это все такое не эмпирическое, да, на основе какого-то таких-то вот как бы предположений, да, как бы вот assumptions, да, получается. Но эмпирических исследований опять-таки нету, да, и нужно это изучать. Угу. Но очень сложно об этом говорить, да, в исследовании, что это именно так, потому что не хотелось бы стигматизировать, да, и так уже стигматизированную группу населения, да, так скажем. Электоральная активность и политический интерес. То есть тут мы видим очень, ну, как бы такую вот логическую ситуацию. Чем выше интерес, больше знаний у человека о политике, и как бы эти люди, они вот чаще как бы вовлекаются и чаще идут на выборы, да, то есть вот здесь вот ответы респондентов, как часто, об их уровне политического интереса, то есть насколько вы интересуетесь политическими событиями в Кыргызстане. Вот совсем не интересуюсь, да, очень интересуюсь. И мы видим, как явка, да, вот растет, да, с увеличением интереса. И доверие к работе Центра избиркома. Вот мы там спрашивали, ряд было у нас как бы утверждений был. Я считаю, что работа Центра избиркома, да, можно, как бы, была честной, да, и можно ей доверять, да, она как бы была прозрачной и честной. И это вот результаты, и видно, что те, кто вот полностью согласен, 86%, те, кто доверяют, они как бы идут на выборы, и 73, да, вот на референдуме, и 83 на выборах Дюгукнеш. То есть чем выше доверие, тем выше явка, да, социальным институтам.
Ну, что касается, как бы вот, если вот так вот, два таких очень важных вывода, это они показывают, как бы результаты просто показывают, большинство причин, которые респонденты приводили в качестве аргументации в отказе от участия в выборах, были косвенными. Нет времени, не находились дома в тот момент и так далее. А вот добровольные все-таки вот, или какие-то идеологические, да, они в принципе составляли меньшинство, да, вот как бы так скажем. И также мы в своем исследовании как бы выявили, вот, какие факторы влияют очень сильно на решение человека участвовать или нет. Да? Это вот, в частности, это как бы возраст, социально-экономический статус, частично, да, только как бы доход, политические интересы, доверие к справедливости избирательного процесса. То есть вот эти вот как бы данные, они очень сильно влияют. И в качестве рекомендаций, ну это такие предварительные результаты, как бы рекомендации. Вот мы как бы думали, что мы сегодня немножко можем тоже об этом поговорить. Ну, первая рекомендация – это вообще нужно проводить лонгитюдные исследования. То есть это как бы повторное исследование, да, вот, допустим, перед каждыми выборами или после каждых выборов нужны эти исследования, которые бы изучали электоральное поведение, различные как бы аспекты электорального поведения. Также время проведения избирательных кампаний должно быть продлено для того, чтобы потенциальные избиратели могли получить детальную информацию о предстоящих выборах и кандидатах, имея больше возможности сформировать свои избирательные предпочтения. У нас избирательная кампания началась 10 сентября, да? 10 сентября или 12? Не, 10 или 12 сентября, да? И она заканчивается где-то 14-13 октября, получается, да? То есть у нас дается месяц, да? Но месяц все-таки это мало, да? Для такого, как бы, для того, чтобы человек именно сформировал какое-то мнение, да, узнал все и сформировал свое мнение. И внутри, да, да, не открытые. Все равно среди населения они это очень много циркулируют. Да. Ну вот очень. Да, то есть, как бы, почему такой вот раз? Потому что, допустим, в США вот этот избирательный процесс может начаться задолго, да, так скажем, да, у них еще, как бы, еще внутрипартийные есть какие-то вот. И, как бы, это тоже, в принципе, это не совсем, ну, так вот, хаотично, это, по сути, вовлекает людей, все больше и больше людей в вот этот избирательный процесс, да. Но хотя тоже в США есть проблемы с участием граждан, но, тем не менее, как бы, многие об этом говорят, и по сути, вот. И такая вот вещь, вот сейчас вот очень много различных брошюр, вот, билбордов, да, везде вот с избирателями и так далее. А вот чтобы узнать их вообще мнение о тех, как бы, иных вопросах, да, очень мало, как бы, информации, да. Очень много таких вот выступлений, тезисов с выступлением, да. Есть платформы, кстати, и есть отдельные веб-сайты для отдельных кандидатов. Вот, допустим, для Джейнбекова есть отдельный веб-сайт, и где у него и платформа как бы выставлена, да, и все его выступления и так далее, да. Скорее всего, есть отдельный сайт для Бабанова, да, для всех, да, скорее всего, есть, да. Но вот в некоторых странах вот практикуются вот такие вот интересные вот вещи, да, вот, которые, в принципе, могли бы, как бы, помочь завлечь больше людей, вот особенно, ну, ой, что-то я в iBank зашла, ага, не смотрите сюда, ага, хорошо, что закрыла, ага, ну, ага. Вот смотрите, вот здесь вот как бы вот каждый человек может как бы представить какой-то вопрос, да, кандидатам. И мы вот видим, да, вот, допустим, ну, на английском языке вот они тут мораторий, да, вот про как бы вот New Colony Caged Egg Production Site, да, а вот, ну, такой самый вопрос, да, вы думаете, как бы, как вы считаете, как бы вот как это, те, кто находится в тюрьмах, да, заключенные, они могут как бы право голосовать. И мы вот видим, вот мы кликаем на человека, да, допустим, и мы видим буквально один абзац, да, что они думают по конкретному поводу. Вот если бы была бы такая тоже, такая кросс, да, вот такая вот чекинг, да, вот, допустим, один вопрос, и мнение различных кандидатов как бы
к этому вопросу, да, у нас бы какое-то сложилось мнение, да, как бы, и причем вот эти вот вопросы, они не просто так вот, допустим, вот мы видим человека, который задал этот вопрос, и сколько человек на него как бы это кликнуло, да, что это, вот этот вопрос действительно требует внимания. То есть это тоже такой вот подход и такая вот вещь, которая вот завлекает больше людей, да, то есть больше людей пишут, да, вот ты начинаешь тагать своих людей, как бы самое через сети мобильные и так далее. Вот мобильные сети все-таки, несмотря на такую большую популярность, да, они не очень сейчас часто используются, да, вот кандидатами, да, а вот, ну, могло бы, да, и Одноклассники, и Facebook, и Twitter, можно было бы очень активно участвовать, и вот такие вот можно было бы тоже проводить вот вещи, да, так скажем. Но еще вот очень много таких вот как бы приложения были разработаны, в принципе, где люди как бы говорили о том, какие вещи они бы как бы ожидали, да, от своих, ну это вот предвыборные, да, вот как бы вещи, и много очень исследований проводится о том, на какие месседжи, да, или какие топики как бы людей как бы интересуют. Но однако, опять-таки, если мы посмотрим на это вот как бы топики или темы, которые поднимают кандидаты, опять-таки мы не увидим специфических топиков, которые были бы интересны для молодежи. Опять-таки молодежь остается за как бы невовлеченной, да, они как бы используются как инструмент, да, мы видим фотографии, молодежь Таласа поддерживает Джейнбекова, да, вот, ну, как бы такой вот лозунг, да, но если посмотреть на платформу, там мало чего есть, что касается вот именно как бы проблем молодежи. И поэтому вот мы, вот третья наша вот рекомендация, представители политической системы должны активно вовлекать молодежь в своей деятельности не только во время избирательных кампаний, но и между выборами. Да? То есть, по сути, вот это вот именно как бы формирование молодежи как избирателя должно быть начинаться как бы постепенно, да, и как бы и не только во время избирательных процессов, да. И в этой связи была очень хорошая такая, ну, попытка вот республики, да, в свое время у них имелись вообще молодежные крылья, да, везде, там Таласское молодежное крыло, Нарынское молодежное крыло, они были очень активные, да, вот я даже вот ездила в какие-то года вот в ЧИЭК, да, ну какой-то, ну забытый ЧИЭК, да, до него и доехать очень трудно. Да, вот, ну, где-то он очень далеко. И там было вот это молодежное крыло, и были очень много как бы таких активных молодежь. Но потом что-то случилось вот после выборов определенно. То есть была такая активность, да, вот бум. А потом раз после выборов вдруг они перестали как бы поддерживать эти крылья, да. Ну вот хорошо бы, чтобы вот эти вот вещи как бы работали, и, возможно, Бабанову было бы намного легче вести сейчас как бы вот эту кампанию, да, если бы он сохранил эти крылья, да, и как-то их поддерживал. Гражданские образовательные программы должны быть включены в школьный академический план с целью раннего формирования гражданской активности среди молодых людей. Такие классы должны представлять возможность практически участвовать в проектах развития общества, повышать интересы и мотивацию молодых людей, способствовать изменениям в их сообществах. Активное участие молодежи в общественных делах может прогарантировать их участие в выборах. Допустим, мы выросли в советское еще время, да, вот это вот как бы, и вот эта вот приверженность, да, вот к таким вот идеалам, да, коммунистическим и как бы, ну, комсомольским, ну, коммунистическим идеалам, она прививалась у нас, ну, с детского сада, да, с этих же как бы песен и так далее. Были очень такие большие мероприятия по сбору макулатуры, да, по сбору как бы вот этого металлолома, были очень много как бы линейки. Я вот помню, у нас еще были какие-то политические уроки по политической это. То есть они были до классов. Вот мы приходили в 7:30, у нас классы начинались в 8, в 7:30, и мы обсуждали мировую политику, да, кто, что, куда сделал и как бы и почему, да, и осуждение всегда и очень много было внутри как бы пионерских организаций, где мы проводили очень много мероприятий, да, вот именно по решению каких-то вот, ну, общинных проблем, да. То есть мы собирали мусор где-то, либо как бы помощь вот ветеранам войны, либо вот решение какой-то вот, ну, проблемы, да, это тоже можно было бы возвратить, да, и как бы посмотреть на опыт западный, и, может быть, как бы то, что было и в советское время, как что-то из них тоже как бы вот, и проводить такие мероприятия, которые, в принципе, вот как бы обучали бы людей и прививали как бы вот именно как бы ценность гражданского участия для молодежи.
И также необходимо пересмотреть культуру и практику политических партий для того, чтобы как бы вовлечь больше женщин, да, в деятельность организации. Мы все равно, несмотря на все эти трансформации, да, мы видим, что как бы роль женщин в всех этих политических процессах, избирательных процессах, она периферийна. Да, то есть, по сути, это все-таки такой вот мужской клуб, да, вот там существует, и доминирование мужское. И в этом связи мы вот говорим о том, что нужно обязательно как бы вовлекать больше женщин, да, и продвигать больше женщин для того, чтобы вот этот стереотип, что политика занимается только мужчиной, чтобы этот стереотип разбить. Да. Но это очень такие вот предварительные рекомендации, и это, в принципе, все, что как бы я хотела сказать. Извините, что очень так сумбурно, может быть, да. Если есть у вас вопросы, пожалуйста.